Ну, как мы подчеркивали неоднократно, я имею в виду не себя, многие люди, которые имели отношение к данному вопросу, на Кавказе столкнулись две культуры. Одна рыцарская, военизированная, другая буржуазная культура. Это российская культура Российской империи. Естественно, между ними было полное взаимонепонимание. Оттуда и причины, многие причины, что пошли боевые действия. Вот это хорошо отметил российский ученый Гудаков в своем труде, посвященном Западному Кавказу. Вот как он отмечает, смотрите, российская экспансия натолкнулась на Западном Кавказе на весь адыго-абхазский этнический массив, тесно связанный как со своей средой, так и с традицией неподчинения любой иноземной власти. Я подчеркиваю, именно эти традиции оказались камнем преткновения в отношениях между империей и кавказскими горцами. Вот причина. Дело в том, что мы знаем по истории, не только по истории, в России рабство было отменено указом в 1861 году. Это официально, неофициально оно еще долго продолжалось. Большой всплеск был в годы перестройки, после перестройки, настоящее рабство. А наши кавказские народы по существу не знали, что это такое. Каждый человек был свободен, воин. Даже те, которые попадали в плен, они по истечении определенного времени получали все: хозяйство, землю, скот и необходимые предметы, чтобы жить дальше, и так далее. Вот в 19 году я хочу отметить, что пишет газета «Вольная Кубань», газета казачества. Лучшие страницы военной истории. Долголетняя героическая борьба горцев Кавказа за свободу и независимость против старой деспотической России едва ли могла быть столь продолжительной и упорной, если бы не была борьбой за свое физическое существование и против уничтожающего и несущего за собой рабство ненавистного для свободолюбивых горцев московского царизма. Ну вот, когда в Абхазии пытались проводить реформу в 1866 году, народ не понял, вас, говорит, освобождают от кого? Одна из причин восстания. Кстати, вот это непонимание традиций народа, прикосновение с чужой культурой по сей день по всему миру распространено. Оттуда идут и большинство конфликтов. Большинство, подчеркиваю. И поэтому, конечно, много солдат, даже офицеров, казаков, ну, особенно солдат, они перебегали на сторону кавказских горцев. Вот у Шамиля, очень интересно, кстати, в Дарго, только в Дарго было до 500 человек беглых солдат. Они все служили ему, работали в артиллерии, учили, как изготовлять порох, ну и так далее. Введено было до 300 человек. И
так по всем аулам они были рассыпаны. В своем письме к наивам Шамиль отмечал: «Знайте, что те, которые перебежали к нам от русских, являются верными нам. Эти люди являются нашими чистосердечными друзьями. Создавайте все условия и возможности в их жизни». Я что хочу сказать, что эти люди принимали самое активное участие в борьбе вместе с горцами против царских войск. Многих награждали орденами за храбрость и мужество. Что говорит генерал-губернатор Кацеву, такой был на Кавказе Северном. Что же мы приобрели на Кавказе? Лучшим его племенам мы не сумели внушить к себе доверие и отдаем их туркам, когда уже переселение шло. В земле Россия не нуждается. Вот у меня в округе столько пустопорожней земли, что мы ищем поселенцев и не находим. И этот генерал говорит, на следующий день он на станции встречает переселенцев абадзехов. И вот очень интересный такой небольшой эпизод, но характерный. Когда я раздавал мальчикам, то есть горцам, деньги на орехи, смотритель той же станции, по всей вероятности, заметив во мне смущение, подошел ко мне, также со слезами и взволнованным чувством негодования сказал: «Ваше превосходительство, какое сердце не заплачет, видя эту печальную картину? Ведь надо Бога бояться, земля их родная, зачем мы их гоним? Бог знает куда. Я их спрашиваю, куда они едут? Говорят, что в Турцию. Но что с ними будет там, они сами не знают». Из сказанного смотрителем я убедился в том, что правительство русское поступает в действиях своих против русской натуры. Лучше не скажешь. Был такой известный абхазский герой Куджба-Копыт. И один раз кабардинцы обратились к нему за помощью. Он с отрядом пришел в Кабарду. Сражался, освободил крепость от русского гарнизона. И в одном из сражений он казака, который был на коне, он, будучи пешим, догнал его и пленил. Настолько поразил этого казака, что он на всю жизнь остался с ним. А потом во время переселения горцев в Турцию ушел с абхазами. Вот был такой очень известный, очень образованный декабрист Норов. Вот его из заметок, коротко, но он пишет: «Признаюсь, это когда десанты высаживали в Адлере в Сочи, что я шел в бой за дело, которое мне было совершенно чуждо. Я был тем более далек от того, чтобы считать черкесов своими врагами, что я всегда восторгался их героическим сопротивлением. Очень много перебежчиков было на Кубани. От гнета самодержавия бежали солдаты, русские и поляки. Они учили горцев, как делать порох, управлять орудием, которое горцы захватывали у противника. И до конца стояли с ними в сопротивлении. Был такой писатель Лохвицкий. Он написал повесть «Громовый гул». Он сам, его настоящее имя Джуггирей, он потомок черкесского князя, которого воспитал царский генерал. И один из героев у него там, русский солдат, который до конца воюет против царских войск на Красной Поляне, Ахчипсы, Губаду по-абхазски, сопротивляясь вместе с абхазами, адыгами и убыхами. Что очень интересно, величайшие русские писатели Толстой, Лермонтов, Пушкин, они заметили вот это вот свободолюбивый дух горцев,
И это отражено блестяще в их произведениях. Как Лермонтов писал, горят аулы, нет у них защиты, горит черкесской вольности костер. Что интересно, при занятии Цибильды в 1837 году там русские войска обнаружили десятки пленных солдат и матросов. Часть они захотели забрать с собой, но часть скрылась. Она не хотела возвращаться как говорится, к своим. И, как отмечают источники, они полностью обабхазились, полностью. Некоторые даже забыли свой родной язык. На Гунибе до конца с Шамилем стояли, с Мюридами Шамиля, вернее, стояли. Были русские, были и казаки. До конца стояли. А в чем дело происходило? Потому что ужасный гнет был. Вот вы даже не представляете, с каким презрением относились к человеку, простому человеку. А когда он попадал в плен горцам, видел отношение их человеческое, он, естественно, не мог идти обратно, оставался. Вот такой характерный пример. Это уже в Турции. Там один абхазский род, и самый старший у них был, принявший их фамилию, пленный казак, седой уже. Но его сажали во главе стола. А эта фамилия была очень благородная, хорошая, известная. Из нее вышло много генералов. Этих генералов сажали в конце, а пленный казак сидел во главе стола. И эти османы не могли понять, что это такое. Они не могли понять, что главное в углу кавказской цивилизации было уважение к человеку. Если ты уважишь человека, с теплотой отнесешься сочувственно к его горю, войдешь в его положение, поможешь, он будет твоим братом, другом навечно. Ну, это одна из сторон нашей многогранной культуры, которую нужно объяснять, показывать, учить, чтобы люди стали чище, мудрее, благороднее. Спасибо. Спасибо. Я могу несколько вопросов задать? Можешь задать, пожалуйста. Те, кто переходили на сторону горцев, русские казаки, это было связано с тем, что культура горцев произвела на них столь неимоверное впечатление? Не, они, во-первых, бежали от гнета муштры. Там крепостное право в этот период было? Муштра была 25 лет. За малейшее провинение наказывали шпицрунетами, в общем, прогоняли сквозь строй. Но эти все ужасы не каждый мог терпеть. А потом же и лазутчики были, перебежчики. А почему так мало информации? Потому что никто не ну этот пласт почти не исследован. Я вот об этом вначале хотел сказать. Есть, конечно, какие-то вещи. Ну, сохранилось больше в народном фольклоре. Например, у чеченцев казак в песне предупреждает своего товарища по ту сторону реки, что ожидается нападение русских, будьте бдительны. Ну, а так я бы не сказал, чтобы широко этот пласт исследовался. Правда ли, что в период русско-кавказской войны были государственные деятели царской России, которые говорили о том, что договориться с горцами можно не посредством войны, а, к примеру, посредством торговли? Ну как не были? Были, но... Например, с Кассией. Но это до Скассии, после Скассии. А вот это правда, что Ермолов и Лебедев даже написали на него донос, компрометирующий там, лживый, знаешь, чтобы там как его было, там до него еще Мордвинов писал, генерал. Как удобнее привлечь горцев на свою сторону. Предлагал планы, которым Кассий последовал.
Но было сделано все, чтобы его идею развалить. Но это правда, что Скасси, доказывая на самом себе, показывал, что может проходить в самые... Но он в самые отдаленные улы заходил, никто Да, его не трогал. Да, его никто не трогал. Ну, проявляя уважение к горцам. Да. Вот Раевский писал, вот сейчас я подчеркну, за что он в отставку ушел в 1841 году. Вот смотри. Наши действия на Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами. Но я не вижу здесь ни подвигов, ни геройства, ни успехов Пицарро и Кортеса. Дай Бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило бы в русской истории кровавого следа, подобно тому, какой оставили эти завоеватели в истории испанской. И я, говорит, ухожу, потом дальше продолжает, я ухожу в отставку, потому что и ушел. Руслан, почему такие, как Раевский и Скасси, не смогли добиться желаемого? Наоборот, они закончили плачевно, в отличие от Ермолова и ему подобных. Да не только, слушай. А там, почему, в чем была причина? Вот смотри, вот я тебе примеры приведу. Вот, я же прочел, что генерал пишет. Вот смотри, здесь еще эту фразу повторю. Правительство русское поступает в своих действиях против русской натуры. А что вот это значит? Вот смотри, ну вот то, что... Что значит против русской натуры, русское правительство? Во-первых, русский народ очень добрый, благородный. Да его вот так преподносят со всех сторон, пытаются очернить. Дело в том, что вот когда абхазцы из Турции возвращались, некоторые из Крыма возвращались, некоторые из России, из Сибири шли, дело не в этом. Везде народ им помогал, скрывал, поил, кормил, показывал дорогу. Они говорили так: народ прекрасный русский, говорит, царь у них и чиновники негодяи. Ну, сегодняшний, вот, на всем протяжении истории самый большой вред народу наносили чиновники. Ну почему у одних народов в какой-то период были достойные правители? Но это во всей истории. А в другой период самые недостойные, скажем так. Это у всех народов было. Над нами поставлены те правители, которых мы заслуживаем. Ну, не всегда. Не всегда. Иногда мы заслуживаем большего. Лучшего, конечно. Правда ли, что однажды, когда европейцы застали пленного казака во главе стола, так как он был старше? Я рассказывал. Да, вы рассказали. Не европейцы, а османы. Это были османы. Они были шокированы и сказали, что не то, что русским их понять, они-то уж сами понять не могут уж точно, и европейцам уж тем более не понять. Там в этой фамилии были генералы, несколько генералов, очень известных. И они не поняли, почему они... Один даже маршал был. Маршалы сидели ниже, он сидел выше и пользовался почетом. Потому что, как заявил
Это еще уже в годы Первой европейской, в годы Первой мировой войны Коци, Лакарба, сербский переводчик Деспич. Если я, серб, с трудом понимаю вас, то европейцам вас никогда не понять. Это про нас? Именно про кавказцев. И про кавказцев вообще. А правда ли, что частично Конституция по правам человека Евросоюза была списана с... Да, были посланы как нейтральный народ японцы. Угу. Выбрали они не советский, наш Кавказ, а в Турции, это в 70-х годах, 80-х. И чтобы изучить поведенческий этикет, обычное право кавказцев, и на основании этого составить проект Конституции. Составили? Составили, да. На этом все. Спасибо вам. Ну, я еще раз говорю, нам самим, ну, не говоря уже об европейцах, есть чему у себя учиться.